Вместе с единомышленниками и путешественниками, такими же как я, приплыл на лодках в деревню Орловка Вуктульского района Республики Коми. Эта деревня построена старообрядцами из села Почерье более 100 лет назад. В ней теперь никто не живет. Только изредка останавливаются переночевать туристы национального парка Юга-2. Территориально деревушка находится в зоне заповедника. Деревня была, на моей памяти, около 12 домов. Были большие семьи, жили рыбалкой, охотой и сельским хозяйством. Огромный орел, орлан белохвост, позарился на семгу. Пытался ее поднять, но не смог. Вес семги был больше 20 килограмм. То есть борьба была честная, и оба в ней погибли. И вот с того времени эта яма, а потом и деревня, называется Орловка. Возле деревни Орловка зашли в лес, тут все проросло. Один из признаков кладбища – это муравейники. Второй признак – ручей. Вот мы спускаемся к ручью. В поисках кладбища староверов мы опирались больше на второй признак. Ведь старообрядцы всегда хоронили умерших за ручьем, протекающим возле села, либо во дворе дома, но мы этот факт не взяли во внимание. В связи с тем, что прошло много лет, мы кладбище не нашли. Иной раз, конечно, встречались бугорки, похожие на могилки, но это не точно. Нашли неопознанный объект. Это ловушка на куницу, на росомаху. Сюда кидалось тухляк всякий. И вот здесь стоял капкан. Это скорее на росомаху. Очень вредный зверь. Его охотники никогда не любили. Учитывая, что национальный парк Юга-2 открыт в 1994 году, этой ловушке больше 30 лет никто не пользовался, но довольно презентабельно сохранилась. В деревне Орловка мы тоже нашли много заманчивых инструментов и предметов быта наших предков. Раритет, наверное, 19 века, как минимум. Это горн. Значит, ножная подача на дутьевой вентилятор. Вот здесь вот сохранена улитка, наверняка даже в рабочем состоянии. Вот на таком горне изготавливали все металлические изделия для производства тех же лодок. Храня память об былых временах, в Орловке сохранился дом конца 19 века. В нем находиться одновременно и тоскливо, и любопытно окунуться в историю, представить, как тут коротали дни жителей деревни Орловка. Здорово, что и сейчас Орловка принимает гостей в своих домах для культурного отдыха на природе. Мы с удовольствием сюда вернемся еще и не раз. Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью,